Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 27 сентября 2020 года исполняется 30 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Якутской Саха АССР. И в День государственности, о значении этого события и его исторической ценности, мы поговорим с гостем нашей программы. Это председатель Конституционного суда Якутии Александр Кимкимен. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Но вот в то время, когда принималась декларация о суверенитете, вы работали помощником председателя Верховного Совета ЯССР Михаила Ефимовича Николаева. Вспомните, пожалуйста, то время, каким вы его запомнили и какие были настроения в то время в обществе. Ну, я хотел бы отметить, что Михаил Ефимович Николаев 14 декабря 1989 года был избран председателем Президиума Верховного Совета Якутской АССР 11-го созыва. И вот он взял меня на работу, принял помощником 3 января 1990 года. И вот с этого момента мы 2 года, я у него работал в качестве помощника председателя Верховного Совета, и 2 года с 92-го 2 года руководителем администрации президента Республики Саха-Якутия. Ну, 4 года работы вместе с Михаилом Ефимовичем я считаю таким определенным университетом жизненным. И хотел бы отметить, конечно же, вот принятие декларации и то, что этому сопутствовало. Во-первых, я хотел бы вспомнить 1989 год, когда в марте месяце были проведены первые альтернативные выборы народных депутатов СССР. И я помню, что с Республики Саха-Якутия были избраны очень молодые, креативные депутаты, известные люди, как академик Владимир Ларионов, как известный юрист Макар Яковлев, как энергетик, значит, как режиссер Андрей Борисов, как молодой директор совхоза Никифор Петров, как председатель Совета воинов-интернационалистов Александр Колодезников, вот, Прокопий Осипов, известный энергетик. Ну и вот эта плеяда, она очень хорошо, активно работала. И я помню, что в то время начали в прямом эфире транслировать сессии съезда народных депутатов СССР, где шли такие горячие дебаты с участием Анатолия Собчака, Юрия Афанасьева, Алтниса. И я помню даже слова вот Сергея Сергеевича Алексеева, который говорил о том, что нам нужно перейти на демократические основы жизнеустройства. Мы не должны руководствоваться партийными решениями, мы должны, значит, в первую очередь жить по законам. И вот с этой точки зрения я думаю, что мы все почувствовали, что наступает новая эра. И одним из таких, наверное, важных моментов было то, что из Конституции СССР была изъята 6-я статья о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии Советского Союза. Вообще я должен отметить, что в то время вот политика Михаила Сергеевича Горбачева была направлена, как мы в то время лозунгово говорили, на ускорение, на гласность, на демократизацию. Ну а с другой стороны, конечно же, я должен отметить, что основой для принятия нашей декларации все же явилось принятие декларации о государственном суверенитете России, которая была принята 12 июня 1990 года съездом народных депутатов России во главе с Борисом Николаевичем Ельциным. Но вот если говорить о предпосылках в нашей республике для принятия декларации, то какие они были и кто был все-таки главным идеологом этого важнейшего исторического для нас документа? Ну, если переходить к декларации нашей, то я должен отметить, что в апреле 1990 года у нас в республике прошли первые альтернативные выборы по избранию народных депутатов Якутской АССР 12-го созыва. Всего было избрано 165 депутатов, и я должен отметить, что это были действительно исторические личности,
которые были избраны на альтернативной основе. И в то время атмосфера была совершенно другая. Вот, чувствовался некий такой народный подъем. И очень важно то, что народные депутаты избрали своим лидером, председателем Верховного Совета Михаила Ефимовича Николаева. Это произошло в апреле на первой сессии Верховного Совета. И в последующем, значит, в мае месяце Михаил Ефимович уже выступал на съезде народных депутатов России, где говорил о необходимости повышения статуса автономных республик. Он говорил о том, что Якутская АСР сегодня является всего-навсего сырьевым придатком, и всего 11% основных фондов принадлежат Якутии, а все остальные союзным министерствам, ведомствам. Ну, конечно же, у нас работали такие очень большие предприятия, как Якуталмаз, Якутуголь, Якутзолото, но они все были подчинены союзным ведомствам. И поэтому Михаил Ефимович остро ставил вопрос о необходимости разграничения полномочий между федерацией и республикой. И я должен отметить, что работа над декларацией она была достаточно тщательной, уже началась после этого выступления июнь-июль. В июле 18 числа проект декларации был опубликован в республиканских газетах, ну и прошел такое всенародное обсуждение. И, как вы знаете, он был принят 27 сентября 1990 года. По итогам голосования 139 депутатов за и 10 против. Ну, это говорило о том, что, в принципе, есть такой посыл. И вот как я сегодня некие силы хотят преподнести, что эта декларация некий такой сепаратистский документ, с этим я принципиально не согласен. Почему? Потому что я знаю то, что этот документ в первую очередь был направлен на то, чтобы поддержать декларацию о государственном суверенитете России. Вы знаете, что в 1991 году, 12 июня, был избран президент России в лице Бориса Николаевича Ельцина. И сегодня мы 12 июня всенародно празднуем День России. Ну и в декларации, конечно, была четко очерчена приверженность Якутии жить и действовать, значит, в составе новой российской федеративной государственности. И Михаил Ефимович говорил о необходимости сохранения федеративной сути российского государства, и он выступил за необходимость скорейшего подписания федеративного договора. И здесь я должен отметить, что действительно декларация о государственном суверенитете республики, она стала основой для принятия Конституции Республики Саха-Якутия, которая была принята в 4 апреля 1992 года и вступила в действие 27 апреля, в день 70-летия образования Якутской АСР. Ну и то, что подписание федеративного договора состоялось 31 марта 1992 года, и я должен здесь сделать особое примечание в части того, что именно в этот день Республика Саха-Якутия единственный субъект Российской Федерации, который подписал соглашение с правительством Российской Федерации по экономическим вопросам. В данном документе были отражены определенные пропорции, значит, добычи алмазов, золота, других важных позиций, которые действительно Республика Саха-Якутия могла при формировании собственного бюджета использовать. Это очень важный такой документ. Еще хотел бы отметить, что 25 ноября 1992 года было подписано соглашение по разграничению собственности. Ну и одним из важных достижений вот этого документа, на мой взгляд, является то, что вот в 1992 году Михаил Ефимович выступил с инициативой, и Борис Николаевич Ельцин поддержал о создании акционерной компании «Алроса». Вы знаете, что такое «Алроса» для нашей республики и на сколько процентов вот покрывается доходная часть бюджета. И это, конечно, было такое очень сильное ключевое решение, в котором активное участие принимали Зоя Афанасьевна Корнилова, Николай Федорович Борисов, Вячеслав Анатольевич Туров, я имею в виду при формировании проекта устава компании и так далее. Ну вот если говорить все-таки о людях, то на ваш взгляд, какие личности внесли наибольший вклад в развитие государственности нашей республики? Ну, безусловно, я говорил о том, что большое значение
мы должны отвести народным депутатам Верховного Совета Республики 12-го созыва. Они принимали активное участие. И хотел бы отметить, что в последующем была принята не только декларация, а были приняты очень важные законы, например, закон о собственности, закон о статусе Республики Саха-Якутия, закон о президенте. Вы знаете, что 20 декабря 1991 года были проведены первые выборы по избранию президента Республики Саха-Якутия, где на альтернативной основе с большим процентом голосов первым президентом был избран Михаил Ефимович Николаев. Ну и я хочу отметить, что рабочие группы, которые создавались, в том числе участие Василия Михайловича Власова, Анатолия Дмитриевича Петракова, Егора Михайловича Ларионова, Филиппа Гавриловича Хлопкова. Также при разработке проекта Конституции очень большая работа была проведена Егором Петровичем Жирковым. Но вообще вот этот список можно, так сказать, расширять. И я хотел бы, пользуясь случаем, наверное, сказать о том, что вообще вот развитие того вектора, который был направлен на то, чтобы создать сильную республику, особая роль, конечно, принадлежит нашим общенародно избранным лидерам, первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву, второму президенту Вячеславу Анатольевичу Тырову, президенту и главе республики Егору Афанасьевичу Борисову, нынешнему всенародно избранному главе Айсену Сергеевичу Николаеву и их командам в лице их правительств. Действительно очень хорошо, эффективно работали. Также я хотел бы отметить большую работу Верховного Совета 12-го созыва и второго спикера Климента Егоровича Иванова, ну и Государственного собрания Илтумен 1, 2, 3, 4, 5, 6 созывов, во главе которого стояли такие яркие личности, как Афанасий Петрович Илларионов, как Егор Михайлович Ларионов, это в первом созыве, во втором созыве Василий Васильевич Филиппов, Николай Иванович Соломов, в третьем созыве Нургун Семенович Тимофеев, в четвертом созыве Виталий Николаевич Басагысов, в пятом созыве Александр Николаевич Шевков, ну и сейчас шестой созыв возглавляет Петр Васильевич Гоголь. Поэтому, конечно же, то, что мы сегодня развиваем, чего мы добились, это коллективный труд. Ну и благодаря Конституции у нас сложился триумвират власти в лице законодательного органа, высшего законодательного представительного и контрольного органа Государственного собрания Илтумен в лице высшего должностного лица главы республики и в лице Конституционного суда, осуществляющего конституционный контроль. Ну и давайте попробуем перенестись из прошлого в будущее. Следуя духу декларации, какие задачи стоят перед нашей республикой в ближайшем обозримом будущем? Ну, конечно, здесь в первую очередь нужно сослаться на стратегию социально-экономического развития республики, инициированного главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым с видением аж до 2050 года, ну и принятого в виде закона. Он, конечно же, корректируется с учетом новых реалий, это первое. Во-вторых, конечно же, еще Михаил Ефимович Николаев говорил о том, что мы должны вкладываться в человеческий капитал. Сегодня мы должны создавать конкурентоспособную экономику, которая заточена не только на горнодобывающую промышленность, но и на развитие новых технологий. И с этой точки зрения мы гордимся тем, что в республике Саха-Якутия мы, казалось бы, вот так на краю земли находимся, но с другой стороны у нас есть такие компании, которые уже имеют международный статус, как компания Майтона, братьев Ушницких, которая разрабатывает лучшие в мире компьютерные игры, как компания InDriver, которая, так сказать, предоставляет транспортные услуги уже во всех континентах планеты, является такой высокотехнологической компанией. Ну и сегодня очень эффективно работают наши вузы, Северо-Восточный федеральный университет, который сегодня уже в топе в международном рейтинге, агротехнологический университет, который тоже будет готовить специалистов высокого уровня. Мы развиваем науку,
Сегодня научно-образовательный центр «Север» уже востребован и на федеральном уровне будет получать соответствующую поддержку. Я думаю, что сегодня в Республике Саха-Якутия установлен реальный диалог между обществом и властью. Мы видим, насколько активны общественные формирования. По самым ключевым острым вопросам всегда идут какие-то дебаты, острые дискуссии. И с этой точки зрения я уверен, что декларация она на самом деле заложила основы демократии. И мы видим, что сегодня права граждан реализуются при всей их активности. Ну и вы знаете, что внесены соответствующие поправки в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с которым и Конституция Республики Саха-Якутия будет приводиться в соответствие, поскольку там есть серьезные требования представителям, занимающим высокие государственные должности и так далее. Я думаю, что на самом деле для нас сегодня является ключевой задачей это достойная встреча столетия Якутской Республики, которую мы будем отмечать вместе с вами уже скоро, в 2022 году. Ну и чуть дальше, в 2032 году, мы будем вместе с вами отмечать уже 400-летие вхождения Якутии в состав российского государства. Это очень важный такой рубикон. И за все эти годы, конечно же, Якутия всегда стояла на страже интересов России. Вы знаете, что и в Первую мировую, Вторую мировую представители Якутии защищали, да, даже с оружием в руках, интересы нашего государства, нашей Родины. Поэтому я думаю, что мы и далее будем следовать тем заветам, которые прописал Алексей Алексеевич Кулаковский, экс-Акулях Алексей, в своем письме якутской интеллигенции, что для нас вот большинство Саинуча, он самый родной, и мы должны все время быть вместе с ними и рядом. Александр Николаевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Поздравляю вас с праздником и всего вам доброго. Спасибо. Я тоже поздравляю всех с этим замечательным праздником и призываю всех включиться в работу по развитию нашей родной республики, ну и, конечно, нашей большой родины Российской Федерации. И говорю всем уруй айхал Республики Саха-Якутия. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью» о 30-летии со дня принятия Декларации о государственном суверенитете республики. Мы говорили с гостем программы, председателем Конституционного суда Якутии Александром Кимкимяном. До встречи в эфире.